Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Количество лесных пожаров в Якутии сократилось почти на 90 очагов за неделю. В Якутии детсады, школы и вузы планируют открыть в очном формате 1 сентября. Дополнительного субсидирования билетов на авиаперелеты из Якутии в Москву и Санкт-Петербург добиваются власти республики. Количество лесных пожаров в Якутии сократилось почти на 90 очагов за неделю. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях накануне вечера. Вместе с тем ситуация достаточно напряженная. Удалось остановить продвижение огня на территории Горного района и локализовать один из крупнейших пожаров недалеко от села Магарас. Сейчас там идут работы по локализации второго пожара, сказал глава. Айсен Николаев добавил, что в нацпарке Ленские столбы локализованы все пожары, большинство из них потушено. Огромную благодарность глава выразил всем, кто борется с огнем. Это силы Федерального резерва. Их порядка 640 человек. Лесопожарные формирования региона, местное население и добровольцы. В целом ситуация с лесными пожарами находится на контроле правительства республики. Айсен Николаев сегодня работает в Татинском районе, а накануне глава региона побывал в Кобяйском улусе и сообщил, что в район направят дополнительные силы. Сколько возгораний действует в Кобяйском районе и как планируют с ними бороться, расскажет Юрий Осипов. 5 из всех 8 лесных пожаров в Кобяйском районе сосредоточены именно здесь, в Ситинском наследии. Также в этой местности соединились сразу 3 лесных пожара, один из которых перебрался из Горного района. Потом у нас, значит, соединились 2 пожара, 47-й, 48-й и 29-й с Горного района. Вот, и Подкова сейчас дугообразной формой и идет в сторону поселка. Сейчас принимаем превентивные мероприятия и вот делаем полосу через поля до естественных водоемов. Здесь на тушении пожаров задействованы 45 человек. В их числе местные жители, сотрудники авиалесохраны, Якутлесресурса, а также пожарные десантники из Федерального резерва. Защищаем населенные пункты от подходящих пожаров. Местность очень сложная, торфяная, болотистая, мари много, лес он густой. Минполосу делает опашку трактор, то есть минерализованную полосу, от которой будет контролируемый отжиг проводиться в сторону пожара. Встречный пал, который встретится уже непосредственно с пожаром, дабы его забить и прекратить в корне, чтобы не пошел в сторону деревни. Работу огнеборцев усложняет труднодоступность местности. Это создает проблемы не только людям, но и технике, которая задействована в тушении. Здесь крайне труднодоступные места, вообще отсутствует любая транспортная проходимость. И вот пожары, которые возникли за последние недели, из-за сухих гроз они разрослись. Большие пожары тоже, которые в том числе пришли с Горного района, которые здесь уже начали действовать, они соединились. И здесь, конечно, в очень труднодоступной местности действуют большие пожары. В ближайшие недели в Кобяйском районе планируется существенное усиление лесопожарных формирований. Помимо людей, сюда также будет направлена и вездеходная техника, чтобы обеспечить доступ даже в самые труднопроходимые места. Юрий Осипов, Семен Семенов, Кобяйский район. Продолжим брифингом по лесопожарной обстановке. Сколько очагов бушуют в лесах Якутии и как идет борьба с огнем, узнаем прямо сейчас. Дмитрий Дмитриевич, озвучите, пожалуйста, ситуацию актуальную по лесным пожарам в республике на сегодня. Доброе утро. Всего на республике на утренний час сегодняшнего дня всего пожаров 161, тушится из них 50. На этих пожарах работает 2218 человек, 272 единицы техники. Локализовано за сутки 7 пожаров, ликвидировано 7. Но, к сожалению, обнаружено еще 21. Из авиационной техники работали вертолеты Ми-8. Они применялись в Хангаласском районе и в Кобяйском районе. Занимались в основном по переброске сил и средств, также по сливу воды в Кобяйском районе. На особом контроле штаба находятся населенные пункты Ситте Кобяйского района и населенный пункт Каракай в Верхнеуральском районе.
К сожалению, смена ветра, направление ветра дает задымленность таким городам, как город Якутск и город Мирный. По Мирному из-за задымленности у нас не работает авиация Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. По задымленности города Якутска она затягивается с сегодняшнего утра и затягивается с пожаров Намского и Горного района. И, к сожалению, задымленность сохранится до вторника, до 3 числа. Поэтому я призываю, пользуясь случаем, населения воздержаться от выхода на улицу, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и медицины. Такова обстановка в лесах на это утро. Но сейчас к другим темам. В Якутии детсады, школы и вузы планируют открыть в очном формате 1 сентября. Об этом также сообщил глава республики во время прямого эфира в соцсетях. С 1 сентября учебный процесс откроется в обычном формате, то есть дети должны пойти в школу, конечно же, с соблюдением всех норм безопасности. Такой же процесс пойдет и в среднеспециальных и высших учебных заведениях, отметил Айсен Николаев. Глава Якутии подчеркнул, что работники системы образования, которые еще не получили вакцину от коронавируса, должны пройти иммунизацию перед началом учебного года. Между тем, число заразившихся коронавирусом в республике не уменьшается, а напротив растет. Еще 145 человек заразились ковидом в Якутии за последние сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 85. В Алданском и Мирнинском районах по 9 случаев заболевания, в Нерюнгринском 8, в Вилюйском и Ленском по 5, в Алекминском и Сунтарском районах по 4 случая, в Горном 3, еще в 9 районах от 1 до 2 заражений. Лаборатории региона за сутки исследовали более 3200 проб на ковид. Айсен Николаев оценил строительство объектов, которые возводятся по национальным проектам. В повестку вошли республиканский кардиологический диспансер в рамках нацпроекта здравоохранения и многоквартирные дома по программе переселения из аварийного жилфонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Что касается многоквартирных домов, то объекты имеют разную степень готовности. Чтобы ликвидировать отставание от плановых дат, глава республики поручил ускорить найм дополнительных рабочих бригад. А вторую очередь кардиососудистого центра на 150 коек в Якутске должны сдать в декабре. Айсен Николаев поручил вести работу по благоустройству прилегающей территории и строительству подъездной дороги. Также стало известно, как пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом рассказал глава во время эфира в соцсетях. Напомним, работы на участке полосы должны завершиться не позднее 1 октября, а окончательный ремонт закончат к осени 2023 года. Сейчас бетонирование пандуса и той части, которая должна была быть сделана в этом году, практически завершено. После того, как пройдет сертификация Ростехнадзора, мы получим обновленную полосу с соединительным пандусом. Айсен Николаев выразил надежду, что с 1 октября якутяне начнут летать с длинной полосы. О дополнительного субсидирования билетов на авиаперелеты из Якутии в Москву и Санкт-Петербург добиваются власти республики. Просят выделить на эти нужды средства из резервного фонда правительства. Такая ситуация сложилась из-за того, что субсидию для граждан Дальнего Востока без возрастных ограничений для маршрутов из Якутска так и не предоставили, несмотря на постановление правительства России. Айсен Николаев добивается того, чтобы субсидированными стали и рейсы Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург, Мирный Санкт-Петербург в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. Министр транспорта России Виталий Савельев пообещал рассмотреть этот вопрос. Сейчас летать по билетам со скидкой до столицы России можно из Мирного, Нерюнгри и Полярного. В Накыне с августа запустят новый мобильный сортировочный комплекс ПСК-150. Он позволит Нюрбинскому комбинату увеличить добычу алмазов на 1 миллион каратов в год. На установке к горнякам предстоит перерабатывать алмазоносные пески россыпных месторождений Накынского рудного поля. Комплекс смонтирован. Специалисты управления капитального строительства проверяют и подключают автоматику. Установка размещается на санях, и при необходимости ее можно перенести в другое место. ПСК-150 будет работать сезонно, в летнее время.
Оборудование, получается, включает в себя питатель, который будет как бы разбивать материал и подавать его уже на конвейер. Конвейерным транспортом оборудование будет поступать в скрубер-бутару, размываться. Далее в классификатор, где будет отмываться глина. Потом пойдет на гидроклин импортного производства, где посредством высокого давления будет разбиваться уже остатки глины, так называемые окатыши из рассыпного материала, и поступать на грохочение. 8-й этап благотворительной акции «Путь к дому» прошел в Якутске. Так, по инициативе аппарата омбудсмена по правам человека, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут восстановить документы, связь с родственниками и, наконец, вернуться домой. Подробнее о мероприятии Саргалан Неустроева. Акция «Путь к дому» была запущена в 2018 году. С тех пор более 640 человек обратились за помощью к уполномоченной по правам человека Сардане Гуревой. Помочь, однако, удалось чуть более 50 человек. Но даже эта цифра уже большой успех для проекта. Мы с вами видим, вот если по итогам 7 акций более 640 граждан обратились, нам удалось вернуть домой около 55. И считаем, что если даже одному человеку мы помогли, это очень, такой действительно нужный результат. В этом году акция проходит в 2 этапа. Второй состоится 20 августа. По улице Федора Попова обустроен небольшой палаточный городок, где расположились все уполномоченные ведомства: Управление Федеральной службы исполнения наказаний, МВД, врачи, психологи и представители реабилитационных центров. И наша задача в этой акции состоит в анкетировании граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, с тем, чтобы в дальнейшем определить, куда что необходимо этому гражданину восстановить, там документы какие-то, какие потребности у него. Мы определяем первоначально на первом этапе, куда человеку дальше идти. По итогам 2020 года такими лицами было совершено 43 преступления, по итогам 6 месяцев 23 преступления. В основном преступления совершаются имущественного характера. Совместными усилиями мы хотим, чтобы таких лиц у нас в республике, в столице было меньше. Между тем, основную роль в возвращении человека в социум играет именно отношение к ним со стороны общества. Желание человека от мотивации, от того, что если он готов, то с человеком работать легче. Как общество его воспримет, так человек и себя поведет. Вот этот барьер человек не может пройти, потому что общество не принимает человека. В 2020 году акцию из-за локдауна пришлось временно прекратить. Тем не менее, желающих снова обрести дом оказалось немало. В этот раз люди начали собираться еще до начала мероприятия. Помогает и полиция. В ходе акции они на автобусах собирают бездомных по всему городу. Не для всех путь к дому окажется тем самым переломным моментом. Но специалисты проекта готовы помочь каждому, кто этого захочет. Саргалана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Лето – прекрасная пора для того, чтобы научиться чему-то новому, например, водить мотоцикл. С прошлого года в Якутске появился мотоклуб, в котором каждый желающий может почувствовать себя настоящим моторайдером. Для обучения вождению мотоцикла в клубе есть специальные пит-байки, научиться управлять которыми можно за 20-30 минут. И самое главное, для управления пит-байком не нужны водительские права. Данный вид техники относится к спортивному инвентарю, и кататься на нем можно исключительно на специальных полигонах вдали от дорог общего пользования. Некоторые посетители мотоклуба через 10-15 занятий настолько увлекаются вождением мотоцикла, что задумываются о приобретении собственного железного коня. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.